Президент Ингушетии Евкуров – блестящий российский офицер и патриот России и своей малой родины Ингушетии. Генерал, герой России, не бросающий громких слов на публику, для многих оставался загадкой. Но ясно было одно – Юнусбеку Евкурову пришлось руководить республикой с непростым приданым. Террористическая активность, провал в экономике и социальной сфере. Эксперты гадали, за что же первым делом он возьмется и удастся ли Евкурову изменить ситуацию. С чего начинать? Денег на все нет, да, одновременно даже если деньги есть, одновременно все построить это практически нереально. Не хватит возможностей, наверное, да. Вот. Но самое главное в этом деле деньги. Потому что раньше что построить? Школу, чтобы убрать трехсменку, или завод? Вопрос. Сегодня республика занимает лидирующие позиции среди субъектов СКФО по многим показателям и входит в первую тройку по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России. И самое главное, в Ингушетии продолжают учиться, строить, реконструировать, внедрять новые проекты и запускать технологичные производства. Радовались маленькому учреждению там, социальной сферы, это будет там дом культуры или там кафешка какая-то была построена. Это было целое событие. Да, для республики это было целым событием. А сейчас у нас открываются крупнейшие объекты на Северном Кавказе. Вот это мы воспринимаем как обычное явление и так далее. Десятки ребят сегодня благодарны властям региона за шанс начать новую жизнь без убийств и кровопролития. Время взрывов и обстрелов позади. 3 мощных бомбы, одна из которых была готова к взрыву, обезврежена в Ингушетии. Теперь о крупной спецоперации силовиков в Ингушетии. Там уничтожены 2 особо опасных преступника. Серию терактов, как говорят силовики, удалось предотвратить в Ингушетии. Крупный арсенал оружия обнаружен в Ингушетии. В Ингушетии открылась одна из самых крупных в республике станций скорой помощи. У нас ранее открылся самый крупный в Ингушетии дворец спорта. В Ингушетии ввели в эксплуатацию новые жилые дома. Первые пациенты и их родители уже принимают поздравления. В Ингушетии открылся перинатальный центр. После неоднократных визитов Юнусбека Евкурова в Москву и ответных посещений республики российскими чиновниками, в Ингушетии началась реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия». Сегодня именно эта программа позволила республике выбраться из социальной ямы. Невнимание центра усилено, это внимание, это настойчивость и такая продуманная на перспективу политика главы республики. Я далек от того, чтобы меня обвинили в том, чтобы я где-то реверансы делаю. Нет, дело в том, что я не понаслышке знаю, насколько это бывает тяжело, насколько человек, выезжая в Москву, и сам вместе со своей командой, когда кого берет с собой, пробивает эти идеи. Иногда кажется, вот чувствуешь, что так пробивать и думаешь, не пробьется. Пробилась идея. То есть это и личные качества человека, который добиваться хочет всего, добиться, чтобы осталось это все в республике. Никто с собой, он не унесет, никто, ни я, ни вы отсюда ничего не унесем. Цифры говорят за себя. Охват детей дошкольным образованием увеличился с 7 до 27%. Иными словами, если в республике численность дошкольных образовательных учреждений составляла 29 объектов, то к 2017 году мы подошли с показателем более 60 дошкольных образовательных учреждений. Говоря о школах, если в 2009 году в 96 школах республики обучение проводилось в режиме 2- и 3-сменного обучения, в настоящее время за счет строительства и реконструкции около 40 школ удалось создать более 18 тысяч новых ученических мест. Полностью ликвидировано обучение в 3-ю смену. Раньше я считала, что неважно, где ты учишься, старая или новая школа, но вот именно сегодня, придя в новую школу, это совсем другое ощущение. Кажется, что ты готов на все, готов сдать ЕГЭ на отлично, на высокие баллы. Активно развивается промышленность. Как пример сравнения индекса промышленного производства за 2008 и 2015 годы. В 2016 году введены 2 промышленных объекта. Завод железобетонных изделий, комбинат детского питания. Запущены еще 3 крупных промышленных объекта. Швейное объединение «Ингушетия», технопарк «Сердало» и производство радиаторов отопления. А завод полимерных труб в Карабулаке и вовсе включен в план по импортозамещению. Это свидетельство отношений, во-первых, федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юнусбека Маркевича к своей республике. Где был этот свет по-нашему, по-ингушски? Свет красивое слово. Красиво, по-английски хорошо.
Понятие «туризм» для Ингушетии вовсе было чуждо. Стоит ли рисковать жизнью ради горных красот? Именно так о республике говорили еще в 2008 и 2009 годах. Но это удалось преломить. Проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, акций сделали свое дело. Сегодня турпоток в Ингушетию составляет 44 тысячи человек. Для сравнения, эта цифра в 2012 году была лишь 8 тысяч. Невозможно передать тех эмоций вообще. Вот я когда смотрю, потом нет, это нужно видеть, здесь нужно быть, этим нужно дышать, вот, вкушать. Шикарно. Первая платформа железнодорожного вокзала города Назрань прибыл железнодорожный круиз «Чайный экспресс». Приветствуем участников круиза «Чайного экспресса». Сегодня сложно посчитать, сколько раз за эти годы глава Ингушетии принимал участие в форумах молодежи, акциях, встречах, торжествах выпускников. Борьбу за умы молодежи Юнусбек Евкуров выиграл. Сегодня молодые люди стремятся реализовать себя в сфере творчества, спорта, культуры. И это очередной пример дальновидности генерала. Никто кроме нас! Никто кроме нас! Прошло 9 лет, и все сделанное за это время на благо людей заполнило еще одну страницу в истории Ингушетии. Хава Султыгова, Новости 24.